Fazla. Kuzeyama. Bismillah. Auzu billah. Az işte. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Да, موقع ده فشت إيمان второй космический халат им долго إيمان ده стигал الله дождь охоч по إيمان. Главное, знаешь, что? И аят шурач диш, ой, гасне кудать, ахчадем, диш арач, совместно Саудовской Аравии, тебя юкты, вот, по делам, духовным делам, прогрессия, да, жду даже, что диша именно и сур аят, да, потому что цучаха бусел bin шемадер, от музмама, да, шейт был, лев, истиден, цур, аят, что стоит там так, и цун даму, не стоит одну цахуша, бусел нахбатся, сочинять, что типа шейт, ну, цун цаэлла, Türkiye'lik maliklu ama onu çünkü yapacağına şeylergideyim. Bu iştiysen de artık şeyhadis şeyhadis doğuşmadı просто şeyhadis подготовить благословен был да şeyhan махилла миру это сура 22 аль-хадж аят 52 ну ищ да дольше что Да что я это подыша дошло. Хорошо смотрю верховный как у них там верховный муфти Верховный муфтий Саудовской Аравии. Просто я сейчас читаю, а дурочки считаются. Я сейчас муфтий, шмуфтий. Считают сказочники. Просто я к чему говорю? Это чтобы люди подумали, вот это сура 22, Аль-Хадж, аят 52, это очень интересно, ну, как бы интересно в плане того, чтобы более-менее хайп был, так глаз, чтобы, ну, хотя бы чуть-чуть задумался, как это так Аллах дает сатане, дьяволу, шайтану, своему пророку, величайшему из людей, которого никто не может это самое превзойти. Самый лучший из лучших, это пример для подражания. Там есть аяты, которые спустили капишу. И потом они, чтобы, я же великие ученые, сказали, типа, аят Бесен, типа, шайтан этим людям, его слушателям, последователям, лицам, что Музмаму такое не говорил. Сказки это. И главное, он же сказал, Аллат, Аль-Уза и Манат. Это вот эти курайшитские, бедуинские вот эти боги. А их там были больше 300. Ну, просто вот этим людям вот так вот разжевываешь, разговариваешь, говоришь, они не хотят даже хотя бы чуточку сомнения ходится. Ой, нет, абсолютно нет мозгов. Бесполезно. К сожалению. Да, Саляф, там помимо мозгов очень сильно играет именно, во-первых, устоявшаяся вот эта привычка психики, во-вторых, что можно, чон будешь, вот почему они так агрессивно реагируют, когда они нас слушают, есть момент, они нас слушают, ты рассказываешь им сказки, земля плоская на ките, солнце крутится вокруг земли, солнце после захода уходит либо под землю, либо под трон Аллаха, там горячий источник, там, третье секое, ты это все, небо может упасть, там, все это рассказываешь ты им, там, пророк совал язык в рот своей дочери, совал язык в рот своему внуку, там, сосал их языки и губы. Ты это все рассказываешь, они понимают, что это, во-первых, бред, во-вторых, мерзость, но они никак не могут от этого избавиться, потому что у них там надзиратель сверху, ну, в кавычках, которого нет, но им он кажется. Вот им вот в фильмах, как промывают мозги гипноз, вот им чудится какой-то Аллах, который их накажет, который там за ними смотрит и следит. И вот у них бывает, они не могут перейти вот эту границу, они не могут эту агрессию вылить на Аллаха, и ум да двинулся, они все еще его боятся, этого фэнтезийного надзирателя, и эту агрессию вываливают на нас. Зачем ты мне это рассказал? Я спокойно себе жил, а ты сейчас мне это рассказал, и из-за тебя я увидел там, какой бред содержит моя религия, что это за чепуха. А я до этого, я бы мог себе там спокойно жить и умереть. Ты это все теперь заставляешь меня ходить там, пытаться, я сейчас должен усидеть на двух стульях.
не могу оставить религию, потому что вот боюсь. И, в общем-то, и хорошо. Но и Что так не не признать, что это бред. Fıcıyama. Забай да ме гадари Фудзияма. Айлтон. Конечно, Пацан ну, наблюдает. мне гадар, а ты должен. А, не, я не знаю, наверное, с одной стороны это будет казаться бредом, но сверхать, ты чё, вот когда ты наблюдаешь за ними, когда касается речи религии, да, вот в целом, вот как ты говоришь, ты им объясняешь все вот эта мерзость, то, что ты хочешь донести и сказать, ребят, это вариант маяться, божественное писание, Иштхилар, вариант маяться, и донести давай. Чё? У них происходит стадия того, то, что им придется отрицать это. Они должны признать то, что это неправда. Но они боятся этого признавать. Боятся, ты заметил, каждый раз, особенно и буду лакш, они нас упрекают, интам специально вот именно вот они боятся столкнуться со своим навсом, потому что им религия диктует мораль, как бы, да, что правильно, что нет. И страх столкнуться с самим собой, короче, страх выйти из рабства и страх самим собой, как Да, сущность, человек, взять ответственность за ты свою же жизнь. понимаешь, о чем я тебе говорю? Да, Да, взять да, ответственность за да, себя и да, за свою жизнь, поэтому и не они бояться всегда, этого. им нужна, да, Бештуешь. ну, бештуешь, тут как по-другому это сказать. Они берут постоянно, дзуда шток ответственность скидывает на мужчину, же она скидывает, правильно? Мадье чат, и зачем это самое хасетовать? Да? Хорошо, ладно, ты как ребенка оставляешь, иди, ты увидишь незначительного модей. Любой я он образно. Ну, а ходи идут сюда. Это ребенок образно. И шабук, он бережется натуральным образом. Им легче эту жизнь свою, вот это непонимание этой жизни и вот, допустим, нереализованность своей жизни и тому подобное, как человек не реализоваться, он скидывает все на божественное, ну, на свою религию. Вот для этого она им и нужна, как бы, свекая. Да, безусловно, ты прав. Но самое еще интересное, что был в нахбат салафиралы. Ведь аздат не то, что как он, не сам, как сказать, тембр голос, манера речи, это вот, я сразу прям чувствую какой-то там дега животной манере, овцу, бегас бесхолюш. Они такие, не то, что слова какие они произносят, а именно манера общения, то, как, с какой интонацией они все это говорят и произносят. Фонетическая часть. Да, от этого противно. Я сразу узнаю, что это будулак человек, от этого кончено адамбы. Да, а вот проблема. Да, это нормально. Да, очень нормально. Вот да. Вот ты такие Да. говоришь. Да. Ты заметил? Ахваз Ты заметил, как правило, и бештат, и вахли свободы гештат. Я имею в виду то, что и бештат, как правило, они поодиночке, чодик пацаны шбоныш, как бы, они тебя прислушиваются, они пытаются у тебя научиться чему-то. А в толпе, когда они в толпе оказываются, это вот этот вот стадный инстинкт яс, арабский цель, он преобладает ими все равно. Так это... Да, Не, это кавай, я не что знаю, а что изучать, ну? кавай, что нет, это был стендап вроде бы, да? Значит, ты кавказец, да, без поодиночке, интеллигентнейший человек, Оля, да, как только начинает с компании, он такой, мага, ибо, вот, начинает уже проявляться что-то животное в нем. Бадон. Еще самое главное, ты посмотри, как они образом эту религию в умы своих детей внедряют, особенно тут Бештадт. По факту, а 17-18-летняя, он бергич, она забитая, он гушука, да, образно забитый, адам духой уже некоторые бывают. То есть, или некоторые вообще пустая голова натуральным образом. Ну, лучше, а сюгу тахаба махквай куча, наксан иштша мадыр ал и ищелас, другу да олшинсу. Лучший контрацептив для ребенка это обучение. Нет,
Шуцуннаксан я что и лучший контрацептив Ирак, для вашего ребенка это образование. Отсюда я ордяешь. Отсюда я ордяешь. Вот ты так намного, конечно, и продушен. знаешь, Ведь шеш рабские идеологии макусы, да, и бей рабские идеологии. Чумакуса, что он лишь ты на арбаш, как они, когда они понимают, сунсейшин бягганги нашуны. Сюцани волна вас ночи дикан тут алгум дош, дейлдау. О, да, бусурмане ночи, дага хилгерт, ну, есть свои у него там приколы, ну, такой, один мог шаваться, если честно. Ага, я цан арбучун саламат делла, ахи, бохокут. Уж клеч ватсунов, ахи, элчи. Тот такой объясняет, ах, на арабском жить, брат. Да, да, и ты уже понимаешь, что он уже имеет инструмент, как тобой управлять, что ты это ишь, это умно. Любой адам твой новый встречать, мы же их изучаем, нам надо же понять подход, хуеец, это ишь цена маха, вы сами кидаете своего ребенка в эту рабскую идеологию, вы его уже в подчинение его отправляете. Когда он знаниями будет подчинять, наоборот, людей к себе. Это Ирак, настолько просто, да? Таджиммус, да, алеш, бяхм билаш, юхутахта, юдух диснан, салях, бяхм вила, я много очень разговариваю. Норм, говори. очень правильные вещи говоришь. Ирак, очень интересно то, что у нас вот молодежь сейчас дома, у нас есть прекрасная половина, она очень образованная, учится, да, читать и так далее, развивается. Другая молодежь – это будулаки. Нохчел хак яла и хуются конченые люди, просто ублюдки. Просто ублюдки, одним словом. Не, хаусиш, они И уже 21 лет как сейчас уже, я объясню, 21 лет как сейчас уже Марибот, я объясню, Борсон, они тупые просто растут. Вы сами им вот это делаете, вы сами возбуждаете их разум. И Мария Шела до 21 года, она, значит, знает, что это такое. ну, еще кое-что, такой момент. Целенаправленно, Когда человек униженный, он униженный, либо его унижали в детстве, то он из него вырастает терпило. Ему нравится, когда его унижают. Сундер, вот это люди, которые стремятся к этой арабской идеологии, которые любят ее и которые не хотят из нее выходить, они мазохисты. Они терпилы, они куколды, им это нравится. Асхиецани. Ты не сможешь этому рабу объяснить, каково жить на воле. Какой? Знаете, смотрите, чтобы для пищи у вас была для размышления, также для дискуссий, я, с вашего позволения, вот сегодня мы записали вот именно хутбу по суре 22, 52 аят и 78. Специально, чтобы люди задумались, мы выложили это. И что самое интересное, там есть хадисы. Есть один из хадис 47-40. Ну, есть еще ссылки на Коран, суры, аяты. Но мы прочитаем 47-40, потому что на русском языке его нету. Я, к сожалению, ваш покорный слуга не смог его найти в реальном времени. Поэтому я специально вот это сейчас открыл, чтобы записать до конца. 47-40 хадис Аль-Бухари. На русском его нету просто. На русском его нету. Это том 21, кажется, что 4. Ну, там, короче, не сколько томов, там, я не знаю. 65-й Prophetic Commentary on the Quran, Tafsir of the Prophet. Это на английском языке. Мы перевели на русский, чтобы, на английском у нас, к сожалению, все владеет. The prophet delivered a sermon and said, you people will be gathered before Allah on the day of resurrection, barefooted, naked, and... Ну, на русском языке. Пророк – это 47-40, хадис. Просто кому интересно, кто владеет английским, пожалуйста. Пророк, это, чтобы люди понимали, кто их слушает, есть Коран, но в Коране, в принципе, ты ничего не сможешь понять. Поэтому надо опираться на тафсиры. Это величайшие умы ислама, которые тафсиры делают. Но в этих тафсирах они одновременно
дают ссылки на хадисы и на другие суры, аяты из Корана. Как бы выстраивается полная картина. Потому что сам Коран – это такой сборник таких вот дурацких, непонятных, несуразных, нелогических суров и аятов, что простой обыватель, поэтому они говорят, ты не сможешь понять Коран. Да, в принципе, простой человек, обыватель, он не сможет понять, потому что там нет логики, там нету последовательности, там нету смысловой вообще подачи. Это просто книга вот этих вот мракобесных сказок и вымыслов, даже похотливых вот этих своих желаний, влажных вот этих мечт этого пророка Мухаммада, которого арабского бедуина. И поэтому сам по себе Коран нормальный такой, ну, среднестатистический человек, не который не избалован интеллектом, к сожалению, это правда, есть вещи на своем назвать, он не поймет, нужно читать тавсиры, это, ну, как бы все равно это работа интеллектуальная. Тавсиры, потом у тебя ссылки на хадисы, ну, одновременно эти все исламские ученые, потому что они жизнь этому посвятили этим сказкам, на этих сказках они жили, поэтому это нормально. И ссылки на суры и аяты. Это почему объясняю, чтобы люди понимали, как нужно искать информацию. И вот там есть 47-40 хадис. Этот 47-40 хадис Аль-Бухари. В русской версии его нету. Пришлось нам на английском языке взять его, но он есть на всех языках. Кто, например, владеет любым иностранным языком, испанский, там, не знаю, французский, немецкий, пожалуйста, вы найдете 47-40. Это как 5150. Тоже на русском языке, где его нету. Про то, как маленьких мальчиков сдать иметь. И что после этого ты можешь жить с его матерью. Но она тебе будет харам, но если ты сомневаешься, ну, короче говоря, там, полным, короче говоря, мраке всегда идет. Так вот этот хадис. Читаем на русском языке. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, произнес проповедь и сказал: вы, люди, соберетесь перед Аллахом в день воскресенья босыми, нагими и необрезанными. Затем пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: как мы начали первое творение, мы повторим его. Это обещание, которое мы взяли на себя, и поистине мы выполним его. И добавил: первым человеком, который будет одет в день воскресенья, будет Авраам. Вот. Некоторых мужчин из моих последователей приведут и отведут к левой стороне, после чего я скажу: о Господь, это мои товарищи. Скажут: вы не знаете, что нового они внесли в религию после вас. Тогда я скажу, как сказал праведный, благочестивый раб Иисус: я был свидетелем над ними, пока жил среди них. Его высказывание: а ты свидетель всего. Потом ссылка на другой хадис, 5117. Тогда будет сказано: о Мухаммад, эти люди никогда не прекращали отступничество с тех пор, как ты оставил их. Просто вот, ну что за смысл здесь вообще? Это говорит о том, что в начале вот этих вот есть мединские, суры, и есть мекканские. Мединские сферы, они какие-то мирные у него, потому что он должен там внедриться в это все, чтобы его приняли. Потом мекканские более воинственные. И вообще теологи арабские. Наоборот, Садаф. Мекканские мирные, мединские воинственные. Да, совершенно верно. Мекканские мирные, потому что его там долбили. Потом в конце, короче говоря, в начале они мирные у него, по-любому, вот исторически так у него. Вначале они мирные, потому что им надо, чтобы его там принимали со всеми, он там с евреями он дружит, с христианами, даже там люди Писания, там туда-сюда. Там даже вот единственная женщина, которую Аллах принимает, это Мария. Мария Мяц. Все женщины там, это, короче говоря, потом в конце, они все грязные, и женщину они ставят ниже мужчины, чтобы даже свидетельство было, нужно 2 женщины, тогда как мужчина должен один мужчина против 2 женщин. Ну, женщина вообще не в почете. Это значит, смотрите, сейчас зайдет какой-нибудь хайдулак и скажет: ты просто за свою мать подумай, Хайнан Хаиц, что она ничтожество. Так вот надо смотреть. Ханан Гумаяц, короче. И как дух. Интересно, она. Оно в чизучую сидит, и умлился. Я им говорю, как есть. Если ты не признаешь право женщины в чеченском, тем более в чеченском, потому что это очень важно, значит, она если ты так относишься ко всем. Не считается, я так это вижу, я не могу это по-другому видеть. Так вот, в чем вопрос? Там же не вопрос, мы не женщина обсуждаем, а вопрос, что единственная женщина, у нее Марьям. Там есть целая сура 19 про Марьям. Все описывается: Марьям. Это говорит о том, что он сказочник. Он вначале, он бьет мракобесца, проходимицу и наус. Вначале он так аккуратно, мирно все, так совсем хотел впереться в доверие, как Яры. Вот, Яры, массается глотал. Потом украинский, русский, агент, чуть я уж, войдей, надо, чье лажу, мудак, чем мы ушли.
Видишь, там Мухаммаду, Яры. А вот когда уже силу приобрел, когда уже стал уже тягучий, банды, шеф Яры, тогда он начал жестко, там, Горвиевец, там есть сура, подождите, по памяти, 9, кажется, 50, сура 9, 52, Да, 52 аят. Тауба. Да, от Тауба, да, по памяти я говорю сейчас просто. Если надо будет, найдем. Вот там вообще жестко, короче, долго. Она чубал не видишь, сразу они там какой-то промежуток надо посмотреть. Короче, шарик вывез. Во, если царь мусул быть его считается. А мусульманские, ну так, арабские теологи, которые вот эти вот изучают вот эти Коран, сидят там сутками, буш. И они, когда им задают вопрос, как нам принять этот Коран, вы же специалисты ислама, слово Аллаха, поклонники Мухаммада, они всегда технично переходят к тому, что они говорят, да, последовательности хронологии нету, но чтобы понять Коран, нужно брать те суры, аяты, которые они твердые, сильные. Вот именно. Вот Махмези, вот это надо применять. Видишь? Там нельзя там собрать. Вот сказали голову отрубить. Вот это надо смотреть. Это самое вот это фундаментальное. Будешь фундаменталист. Но нам-то это зачем? Мы же не песчаные бедуины. Вообще, но к чему? Ну. И поэтому вот это вот все зачем стараемся донести. Но в чебаце, садим логи. Это вайгум дати. Ну мы же не критикуем этот ислам. Нам ислам сам по себе, он не нужен, абсолютно, вообще. Ханя еще шматать свой ислам изучать, да? Я не изучать. У нас другие проблемы. Вы то, что знаете, жди, я съел бы. Оперцию ждаться, может, яхали, там, гала, какие шалат, ждаться, отбить купи в это, хам, холкадин. А мы баламыш, и идин, чудеч. Уэбо, куда идин, доузи, там, хокнатам, но еще лелу лучшим далой, добавить инах чекам, дяхцедеш, холкаться ходишь, бог, что исламский, арабский, ямин, там, мусульманский, там хайкин, дец, ногти полмута, да, что, ага, юкаляш, халгаляш, дец, харалашныри, щук, масуметом, згасыш, арену, хочу сейчас, мэжик, чуаха, хочу, щу, аренса, хочу, ну, вот смотрите, вот это читать, вот это, что за маразм, вот это, какой Айса, что за Айса, вот мой юка натуральный музман, когда ему надо было выгнал, он Айсу затянул, какого-то Ибраима Авраама. Я не знаю вообще, я мудила сейчас моя, я мечтала, шнырь. Саля, чтобы было понятнее, давай я добавлю кое-что. Этот пророк Абу-Нео тоже нашел новую истину, чем занимался Махмуд. Это сообщает Мухиббуддин Табари в своей книге «Дахойр аль-Уқба», страница 36, что пророк бывало имел какие-то отношения со своей дочерью, имеется в виду те самые отношения со своей дочерью. Читаю, цитирую. Пророк бывало целовал Фатиму в губы и облизывал ее язык. Айша говорила ему из-за этого: что с тобой, о посланник? Ты засовываешь Фатиме язык в рот, будто бы хочешь вылезать оттуда мед. Это сообщается, повторяю, в Дахайр аль-Уқба, это сира пророка, его жизнеописание, Дахайр аль-Уқба, Мухиббуддин Табари, страница 36. Из других хадисов, которые, к сожалению, у меня нет под рукой, но они, надеюсь, Абу-Нео их найдет и появится, где говорится, что сподвижники и последователи потом этого пророка говорили, что Хасан, или сейчас не помню, Хусейн, это дочь этой Фатимы, вообще не был похож на своего отца Али, ибн Аби Талиба, а был вылетим один в один пророка Мухаммада. То есть был похож на Мухаммада. Как это связано, конечно же, пусть каждый сам додумывает, анализирует и так далее. Но то, что он совал язык в рот своей дочери, а также своему внуку, и посасывал их языки и губы, это факт достоверно принятый муаллимами, алимами, муллами и так далее, муфтиями и так далее. Да. Шахаца говорит, я часто говорю, я забивал интернет именно, чтобы царь дочь, да, из Шакалши.
Дело Это в нашего. книге написано, это написано достоверно. До этого нам было известно, что внуку только совал, да, о Аллах, я люблю его, полюби его, и ты совал язык, там посасывал его язык, Так, а процитируй тут еще. еще и дочь, Книга, книга, и смотри, дочь еще. книга. Как ты сказал, книга? Просто зачитай просто в эфире, если надо. Так, книга какая? Дахаир аль-Уqба, Мухиббуддин Табари, 36-я страница. Книга называется Дахаир аль-Уqба, автор Мухиббуддин Табари, страница 36-я. Мухаббедин, как ты сказал? Мухиббуддин Табари. Это автор. 100% датская версия Хариасскому. Я тебе серьезно. Придется на английском языке. Нет, на русском не найдешь. Перевода нет, скорее всего. На русском. Ну, сейчас мы забьем, делать нечего тебе пока. На русском не будет, мы забьем тогда на английском. На этих мудаков будем выводить на чистую воду по-любому. Ат-Табари Мухаммад, история Ат-Табари. О, история пророков и царей. Мухаммад Баджалиля Ат-Табари, один из важнейших исторических сочинений. Не, это другой. Да, Книга. я понял. Я понял. Этот Сейчас. Ну, сейчас мы на английском ее найдем. Подожди. Сейчас мы забьем в английскую версию. Мы по-любому, братишка, альхамдулилля, вот ссылку найдем. Иншаллах. Гириш он, муфти Дагестана. Да. Шукран. Гириш он, муж, вы и я. Орден православный. Ишь, Бог мусол вежи. Дейрбу. Сейчас мы это найдем. Иншаллах рахман. Главное, гадский ничего не запрещает, да? Ничего не дает. На английском все только надо находить, на русском это. Пожалуйста, что? The History of Tabari. Так, сейчас интернет показывает. Так, ужа, мишку, а еще бы хочет бэхнуть. Ты мовы, Ивен, ты вистхла, а ты кант мовы. Нормально, дом, вейдиш мэн. Страница 36, да? Мы ищем тут просто сейчас. Вистхал кюх, мада, салам, ну, а дейн, то, нормально, дом. Yok, hızlandım. Вейдиш был. Tamam Kasım, sen bu öyle dünya çok hayır şu anda sen. Hayır işte, hayır işte. Sannimetre çok doğuşum dersiz. Sannimetre. Так. На английском, правда. Я не знаю, это та ли книга. скорее не та книга. Назови, прочитай название. 36 Куза is not certain. It could be the donor's son to whom Tabari gave the money for handing over. Нет, не то. Тут нету, что он там обучает. Нет. Салев, раз такой момент выдался, ну, по кому я обращаюсь, сказать, что в этом деле, да, сам Дулич, каждый испытывает стресс, нервничает, и что халбалбо это неблагодарная работа, но на кого-то точить зуб, обижаться, но это, конечно же, там переждать, да, охладиться и так далее, безусловно, и что, но без причины, без явного какого-то, из-за каких-то разногласий, то nicht считается. Вот к кому я обращаюсь, он, наверное, поймет, что я это к нему это обратился и для него это произнес.
Мы скажем только Аллаху Акбар. Мы скажем только на все Аллаху Акбар. Так, смотрите, как они тут пишут. Любовь пророка к Фатиме. Ну, тут на английском надо будет поискать, поэтому сейчас мы не будем забиваться. Ну, тут нашли мы Ат-Табари, вот эту английскую книгу. Но тут надо будет поискать. مختفي ترترش يا ما يختار مختفي تبري الحسني العسبري المختفي شنو اشياء سألت عمنا شنو شوي ничего говорят не дебил. Этот, какие твои прогнозы, Салаф, этот, всевидящий, это всезнающее око Саляфа, вообще народ просыпается или он наоборот хуже становится, диагноз осложняется или что там? Просыпается, конечно, просыпается, конечно, нет того, что как уже люди не так это реагируют даже, да, сидят, слушают, день за день, сидят уже, слушают уже, сомневаться начинают. Тут написано любовь пророка к Фатиме, любовь пророка к Ахмеда, саллаллаху алейхи вассалям, Фатиме. В обществе существует заблуждение, что отец это всего лишь кормилец. Русским, глава домашнего хозяйства, что в его функции в первую очередь финансово обеспечить семьи, но никак не воспитание. Считается, что мать должна воспитывать детей, учить своих дочерей тому, какой должна быть девушка. Конечно, с этим трудно не согласиться, но такой односторонний подход наносит определенный ущерб обществу. Отцы играют важную роль в жизни дочерей. Как издалека заходят, как? Да, отцы играют важную роль в жизни дочерей, и чтобы понять это, нужно лишь взглянуть на отношение пророка Ахмада, саллаллаху алейхи вассалям, к его любимой дочери Фатиме. Фатима занимала особое место в его сердце. Жена пророка, это специально уже Ахдитун Хадиш, да, даже хумчуна дать щеку холич. Жена пророка Ахмада Аиша рассказывала, когда пророк Ахмад видел, что она, Фатима, приближается к нему, он приветствовал ее, вставал и целовал, брал ее за руку и сажал на то место, где сидел сам. Пророк Ахмад проявлял по отношению к своей дочери большое уважение, уделял ей время и обучал ее всему. Своим отношением он показывал окружающим его людям, а также нам, современным мусульманам, сегодня, как должны выглядеть отношения отца к дочери. Как много отцов проявляют по отношению к своим дочерям подобные чувства. Отдаление и пренебрежительное поведение отца к дочери не имеют места в исламской традиции и в жизни семей мусульман. Пророк Ахмад однажды сказал, тот, кто обрадовал Фатиму, действительно порадовал Всевышнего, и тот, кто вызвал ее гнев, вызвал гнев Всевышнего. Фатима – это часть меня. Что бы ни понравилось ей, нравится и мне. И все, что сердит ее, сердит и меня. Аль-Бухари, Муслим, ссылки. Но не говорят, какие номера. Хотя многие отцы, которые... Да. Надо совать язык. Да. Многие отцы, которые создают и поддерживают здоровые отношения к своим дочерями, обнаруживают, что это утверждение верно и для них. То, что ранит дочь какого-то человека, ранит его. Эта связь между отцом и дочерью неоспоримо пропитана особой любовью и нежностью. В отношениях посланника Аллаха с дочерью присутствовало не только взаимное уважение и добро, они также были прекрасным утешением друг для друга. Однажды пророк Ахмад подозвал к себе Фатиму, и когда она подошла к нему, он поцеловал ее и прошептал что-то ей на ухо. Она заплакала, затем он прошептал что-то ей на ухо, и она улыбнулась. Аиша, увидевши это, спросила, ты плачешь и смеешься одновременно, Фатима? Что сказал тебе посланник Аллаха, Фатима? Ответила, сначала он сказал мне, что через некоторое время он встретит своего Господа. Я заплакал. Затем он сказал мне, не плачь, потому что ты будешь первой из моей семьи, кто присоединится ко мне. Подсказки. В описании рая вообще женщинам там места нет. Кроме этих проститутских движений, блядских вот этих бурей, этих наложниц и вот этих вот тысяч мальчиков жемчужных. Там, понимаешь, я себе чувствую. Прерываешься, Саляф, прерываешься. Что сказала тебе посланник Аллаха? Фатима ответила, сначала он сказал мне, что через некоторое время он встретит своего Господа, и я заплакал. Затем он сказал мне, не плачь, потому что ты будешь первой из моей семьи, кто присоединится ко мне. Поэтому я улыбнулась. Фатима не смогла долго прожить без отца, и вскоре после его ухода в мир иной последовала за ним. Даже мысль о собственной смерти
заставило ее улыбнуться, потому что это означало, что она скоро сможет быть рядом с ним. Это проявление того спокойствия и утешения, которое она ощущала от присутствия и внимания отца, точно знавшего, какие слова подобрать, чтобы утешить свою дочь. Да, это необычный пример отношений между отцом и дочерью, но не стоит думать, что сегодня это невозможно. Из истории пророка и Фатимы дочери могут узнать о том, как уважать отца, а отцы узнают, как следует относиться к дочерям. Отношения отца и дочери – это нежность, уважение, достоинство и утешение. Пророк Ахмад и его дочь Фатима – золотой стандарт таких отношений. А вот это они красиво завернули. Но смотрите, вот этот вот, вот этот момент, вот Фатима, она дочка, да, он еще щики на майрахта, майрахтам söylüyorsun. Harmon diğer yen çulta, а вож вацком, я не буду, али вари, я забыл уже по памяти. Вот я, я моюсь. Она умерла от того, что как рабыня она пахала. Ты что, я душу ходишь. Целая тушь. Она была грязная от того, что... Там написано, она была в саже от того, что долго работала. Непосильного труда. Но они говорят так, они преподносят так, как она была трудолюбивая. На самом деле просто... Я туш Халкина. Ее закопал ночью муж, и один прочитал на ней молитву. Никто там ее не... Ночью закопали одну, и он один на ней прочитал молитву. Они был хлопец. Наша дома Сега весь хорошо. Allah, Скорее всего, это... телевизор я чуен, какого самое случай телевизор я цаечен, да, весен аюлер хз. И что телевизор я чуен, и короче, что аюлер не вот этот золотой стандарт, да, Ларво и золотой стандарт, чтобы там отец, старик совал свой язык в рот своей дочери и облизывал ее язык, да, Ларво, это отношение шалом. Ты салаф, я выйду, Ларво, я один. Фудзияма, самое бывшее, есть в жизни, я просто отвечаю, есть репутация. Репутационные потери мы себе позволять не можем. Просто для информации, по-моему, тоже. Хорошо, проблем нет. Я просто напоминаю, что это работа, безусловно, она неблагодарная. Никто там тебя, кого-то другого, меня благодарить не будет. Но это мы делаем, конечно же, искренне и в первую очередь для народа, без замолвок. Для народа, моди, Allah гаде, милдеш, ос омечу адени нан тушена, Allah аби туш дацу, ацу тежа сада прикай. Ты да, Масяга, маршал, Юсеф, Алил. Фудзияма, эрвали тамгати тансуhай. Ага, сугоцу Фатиме мот бага было. Вот, что движение Халабария, или как, я неправильно понял. Может, вот это Хусейн или Хасан был? Ты все правильно понял. Оказывается, он и, да, это Хасан и Хусейна, но оказывается, он и своей дочери это совал язык в рот. Какой-то язык бас, какой-то хадис, то есть где-то можно найти, прочитать. Это сира пророка, это авторство Мухиббуддин Табари, страница 36. Я забуду, Фудзияма, если не сложно по-братски. Скинь в личку, хорошо? Я Саляфу отправлю, он тебе скинет, хорошо? Make sure that there is... Make sure that... Классу напасть, кучу кусанем, там, видишь, я журю, вот она удочка, изучает религию Аллаха. Мегер Фудзияма, бюстер. Да, Масери, у меня уже 12 час начался, 12 вечера. Марш. Саляф, короче говоря... Другое место заскочу. На связи, занят, я думаю. Саляф, короче говоря, саметя, пожалуй, ешь волосы, одну практике, волосы. Я подумал, что бахканабат для престарелых, вот, что дом чего за все, да и тоже чисто, вода, что и, чисто, когда доброволец, ты чаще больше, я дюзо больше, берись, солнце, амл, что ж, будешь,
Yok, представь, я за Украине чаяли, и он такие да и коляс чаешь. Не смотрит, ну, чисто украинский раски, я тебе даю, что это украинский мопицу, ну, то дичь, кет, содой, а спишь по раскам, ты захит. Короче говоря, auch я спохохлыш бац, вот, она, auch, это бьёх, самое, она даже ешь заботали, умер, хохол, я брат верхос. Скорее всего, и санчо, даже вахку из нахал мекшус, вот, она, дюзо, вот, я ж дом для представил, щенение, я копейк, изош, дать. Из дом для престарелых оплат умным ездить, короче говоря. Ишь, короче, масить, короче, украинш, бабушек шить, яхш, сонахуш. Юхеш отдела губа, цедуй. Что самое интересное, те дюзо хут хадя, а что? Цент я бош бац, белш буш. Вот, оно, со, самый прикол, хуерсон. Ведь бабки тебя, инули дюдать. شاف ووتون Украина عيق بس هاش غاد يوغي نيو حاجة عملت بس وزا граница моя بس Алла Пугачева Цезарон за границей Йолу Шрил Певич Хазир Хазир бал за границей юша юба ну кёртен цажим хелс я шеши хайн хлатер дал машу десу и короче говоря канты коч я шо вот она Созохна второго говорится, скорее всего, да, я что, хохолвать, что дом для престарелого, он вкусно, как есть, он говорит, ярый, вот, он говорит, табалату, да. Не смага, они забывают одно, что активны, что пассивны, они любят мужчин. Это одно и то же. Хетеро, и цена пьечь бацишь. Ну, лица чувствуют, заумявный гейдон. Хоюк из хетеро, ты понимаешь, вот они же аудомобуешь, у них же уровень интеллекта, это как у обезьяны. Гамадрил, я это правильно? Я тебе больше скажу, брат, смотри, брат, просто и тюрьма Шабах Шбац, вот я его отпускал, он был нашим петухом, был больше, лил ушерся, авторитет, помогти шлеша, хотя, по идее, вот, не педик мой, говорю, да, короче говоря, какая разница, что активно, что пассивно, но агрессивно положение, что он уматит, что еще голубой, маал харбо, сагар, то что, да, но при мужики шпаца, дехи, шил, что просто мужество, это признать, да, что кенти бьестон, что чаша за него задний приводишь, что он берштаги, что признавать, это и вот, поэтому приходится как бы агрессивно видеть, я такой бывало, я там петухов гонял, что это, да, быдло, на самом деле, хуя, их понятия не имеет. Дураки, понимаешь? Сборок, у них уровень интеллекта гамадрил. Сейчас ты приходишь к человеку, ты ему что-то хочешь доказать. Ну докажи, алдеться, дебачи. А чувак, гора-дом, где-то ты согласен, где-то ты не согласен. Где-то у тебя есть доводы, аргументы, где-то у тебя есть база. Где-то ты признаешь, что ты не прав. Где-то ты признаешь, что ты не прав. Да, я ошибался. Опа, все, говорится, тут дело, это мы хайдался, я так. И канал, да, вот снарец. Сачуплял, ждать, забил, цена, конечно. Хотя, я включаю ушко, сами бегу богштац. Единственное, мы читаем информацию там, и она может быть и мировой, может быть экономической, технологической. Ну, и если надо религию, то мы читаем суры аяты, ссылаемся на хадисы. И шамадар дюцкой. Войга, цама, ты душ, кума, дючдацкой. Шамадар, вот. Сура 22, аят 52. Все, зачитали его какие-то, и все. Салют, Салют, там знаешь, походу, какая тема. Вот на цельница, вот на задний привод обработки на хабар 4 вот ФСБ шквац авел говорит, ага. Ну, он пожилой уже, дуечки стуаза, КГБ, бинацу, ФСБ, бо. Бар, бывших не бывает, бар, судой. Нога оценка, налево, направо, я корвал, что он дует, куш, короче, если за предел волочвала, короче, в прямом смысле опускать твои, вот, я, короче, ждать из этого ли компромат, тебя на всю историю, письменные, халах письмо я здесь, тарбаду, и доча, дуй, сурта дохо, задокументировать, шиша дол, что их дербаду,
и архив шашей докрыба. Скорее всего, гаргуман шадец. Вот он цап. Я шиша дюн хабах кинжбу. Давай нахали решу, то давай боб ебу. Что işte делушек, скорее всего, он же боб стоял, что и халду. Если шейн шиша дюн, на шаги боб бейч была. Ох, شو نجاتي ده شو أخي تردو كوتا كيف حقردو دوي هو زابر سي سيريوز دوي что на отцу умериче Петро دوي но вот на отцу пейт бочал и шмодати вот иште حلق лошон сон иште издеваться не шо да эш дал мудуйся вот он хир например كل حاجة вет кантуй вот признавать торца и шенька и болгал и бар и насилие изнасилование отцов бёрш таксити ходы и хума хылыр олар дуй ну походу и таболчанның чуалилшы умилша шен шиш модель надо и шиш хаздал как дуцан и походу дальше даст короче уже когда и доллар дать артишей бош дать вот он дальше туши ухо что не что он душе шиш дал надо признать мега душу душ я шиш дал вайт не шун то душ что не до хашу дуй вот аж дошло топ от иецер душу дуй он хиет моду милостивый, милосердный, прощающий. Да. Так, حاليا красный дом, حاليا аварат войну. Эсти, слышите нас? Можете говорить? Эсти, это значит эстонка, да? Я так понял. Эсти. Да, молчите, ну хорошо. Дон, куда тебя? Одесса, По поводу мы с этой темы, когда начали рассказывали, как вербуют там подробности, хербер, он забистал дарба, что жениться, история жести, она дочь, да. Выдвижение те. Так, учага нах, бош, бистро шваться, ничего не молчат. Ухыло, бистро шила. Джорджу Кейт верох чуева дуй тетчуал она her худу тиде дай эрих кейзе. Что дознешь? Я тут кайвел, да, что дознешь? Да, тетя, да, ой, да her худу да очудика. Движение, да? Сура хадиса, надо удизывать, да? 1105 хадис Дона, дуй, Аль-Бухари. Да. Крикс. Мегра дуй, хаскамел ди. Эсти больше идет, и эстон пимецу, потому что они уже за себя так говорят. Эсти. Возможно, брат, я не знаю. Так. Сура аят, я что, так его? تعرف مو انساني دعاء مو انسان ده. Смотри, Крикс. Пропохоть Музмамада, да, чтобы люди уже понимали, о чем речь. Пропохоть, бьюху молились, чтобы люди знали, кому они поклоняются, Кырхузаду заднеприводным, чтобы... Ну, и хажал гарушу, что Музмамада, да? Вот у тебя надежда была, Аллах. Дадишь? Дадиша, брат, дадиша. Они долго, что ислам дин долго, шама долго, цен оригинальный, искажает это шадош, без беда. Сейчас я вот сейчас буквально найду и сразу прочитаю. Я не знаю, можно ли это читать даже. Да читай как есть, оригинальным, дуй искажать, мади, дуй Аллах. Не, на самом деле, Криксрам, ходит, хайх, мовчак, и бьюрал, что это читать. Как есть. Так мне надоело, это же достало, он просто без исходности читает. Так, солнцейно трушцах лет еще ешь, года где-то. Пыть больше, да, с тобой. Главное, они возвели это в ранг святости. Видел? Заходит вот святостью ты готов. Или восхищаться даже. Ну как это так можно? Сухей чувак, на бомбу. Так. Правда об исламе. Сухешуй, хэшочина, Алла. Четко, хэшу, четко. Давай. Так, правда об исламе. Музмамад мог спать с кем угодно. Жены ревновали. Сахих Аль-Бухари. 47-89 номер решил. Передают со слов Муазы, что Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала, после ниспослания того аята, в котором сказано, ты можешь отложить очередь, кого хочешь из них, и можешь принять, кого хочешь,
А что касается той, которую пожелаешь ты из тех, кого ты удалил, то не будет в этом греха для тебя. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обычно спрашивал разрешение у той жены из нас, очередь, которая была в этот день. Если хотел пойти вместо нее к другой. Муаза сказала, я спросила, что же ты говорила ему в таких случаях? Она сказала, я говорила, если бы это зависело от меня, я бы сказала, что не хочу уступать тебя никому другому. Этот хадис продолжает тему предыдущего хадиса. Здесь тоже речь идет об аятах 33, 50 и 51. Кстати, ну давайте зачитаем 33, 50, 51. Аяты 33, 50, 51. Так, сура 50. Сразу, чтобы, ну, как бы ссылка есть же на суру. Потому что мы читаем хадисы 33, 50, 51. А, хорошо, сейчас. Сура. Понимаете, о чем речь сейчас? Мы зачитаем сразу. Быстро мы зачитаем. Сура 33, аят 50. Ссылочка, чтобы была полная картина. Так, что тут написано? 33 сура 50 аят. Аль-Ахзаб, союзники. Вот, мы возвращаемся. О, пророк, мы сделали для тебя дозволенными твоих жен, которым ты уплатил их вознаграждение, и невольниц, которыми овладела твоя десница, и которыми Аллах одарил тебя, а также дочерей твоих дядей со стороны отца, дочерей твоих теток со стороны отца, дочерей твоих дядей со стороны матери, дочерей твоих теток со стороны матери, которые переселились вместе с тобой, а также любую верующую женщину, которая подарит себя пророку, если пророк захочет жениться на ней. Последнее дозволено только тебе, но не другим верующим. Короче говоря, мы знаем, что мы предписали им относительно их жен и неволиц, которыми овладели их десницы. Тебе сделано исключение для того, чтобы ты не испытывал никакого стеснения. Никакого стеснения. Аллах, прощающий милосердие. Это сура 33. Короче говоря, хозяин, что ты не испытывал стеснения, ба. А так что яхи это адох, что и, короче, яхи, ба. Полный зеленый, ну, дахи цакат, ба. Никаких барьеров нету, никаких преград. Так, сура 33, аят 51. Читаем. Ты можешь по своему желанию отложить посещение любой из них. Не, ну просто ойленш, вот это просто маразм, вот это идиотизм. Слово Аллаха – это религия, которая никогда не изменится до скончания века человеческого. И тут вот это рагашик, промежность музмамова. Изудри бычмусом. Это вот хармегон, харцамегон. Ты представляешь? И весь мир, если, допустим, весь мир были бы мусульманами, допустим, да, просто гипотетически, мы должны все вот это читать и восхищаться Мюзмаудом. Ему все можно было. Он с этими женщинами насиловал их туда-сюда, туда-сюда. Ему можно, и мы должны вот восхищаться. И до такой степени, ты был тегрезудый бац, это смогу. Ты понимаешь, о чем речь? Мы никто, короче говоря. Аруна, да. Брат, это знаешь, если бы присоединил Тадешу Адала, там описываются вот эти сексуальные моменты. Там фактически некоторые места даже, вот, можно сказать, порно-сценарии. То есть, вот, ну, возьмем там, он порно-актер, по сценарию снимается, чтобы он там нормально должен, мог ежели. То же самое, он думает описание, и шайду. Adam описать, смотрите, порно-ходу, да, ты хочешь, я, кстати, даже слышал, вот забиваешь в интернете, вот этот, записываешь Джонни Синс Муслим, да? Ты знаешь, что такое Джонни Синс? Лысый из Бразерса. Слышал, что он принял ислам после того, как услышал про рай исламский. Да, это мальчик понял. Ему что-то хотел, да? Про рынок, возможно. Про рынок вот это. Не, он захотел безграничного девственницы. Вот этот лысый есть из Бразерса. Слышал, что он принял ислам. Не, серьезно, есть порно-актрисы, которые приняли ислам, реально. Нет, это серьезно говорю, брат. Есть порно-актрисы, которые принимают ислам. Порно-актеры, которые, когда снимались, да, о которых некоторые знать-то и не знали. Те, кто начинали вот только вот сниматься, да, и в итоге, короче, принимают ислам, и все как бы
просто эльма хуяхайте дол историят, чтобы репутация портится, то но он сам открытому, то и идет, что о чем тут говорить. Нам, Понятно. извиняюсь, проходиться. Да не, нормально все. Давай, продолжим тогда. Так, сура, напоминаем нашим слушателям, сура 33, аят 51, Аль-Ахзаб, союзники, 51 аят из 73. Ты можешь по своему желанию отложить посещение любой из них, жен пророка, и удержать возле себя ту, которую пожелаешь. Если же ты пожелаешь ту, которую ты прежде отстранил, то это не будет для тебя грехом. Это лучше для того, чтобы глаза каждой из них радовались, чтобы они не печалились и были довольны тем, что ты даруешь им. Аллах знает то, что в наших сердцах, ибо Аллах знающий видящий. Так, это мы зачитали просто суру аят. Тафсиры читать не будем, потому что мы у нас время ограничено. Но мы продолжим читать этот хадис. Этот хадис продолжает тему, прошу прощения, предыдущего хадиса. Здесь тоже речь идет об аятах 350-51, потому что зачитали. Из этого хадиса видно, что Мухаммад как будто получал удовольствие от того, что причинял боль своим женам. Судя по всему, он приходил к одной из них и говорил ей прямо в глаза, что сегодня будет спать с другой, причем не с женой, а так с кем-то, кто подарил ему себя. Как мы помним, после неспослания аятов суры 66, аят 1 и 5, ни одна из жен не смела больше перечить ему. Так, давайте зачитаем тогда 66, 1 и 5. Все. Тут уже это важные элементы, все-таки его жизнь, это наш пророк. Мы должны знать, что он там говорил. Сура 66, аят 1. Это очень важно. Это очень важно, потому что это жизнь нашего пророка Мухаммада, который именно вот этим занимался своим мюзиком. Делда махаз Мухаммаду. Арбо хачи элят, скоту хакшледу. И тuna тама или швейш бу. Хайра болдас. Уши карабол я чиндио. Салам, Делда, Ешер Васхо. Настолько ярый мусульман версо, я даже сам пользовался камнем. Я тебе серьезно говорю, это не в шутку. На самом деле, когда у тебя мозги уже пробитые полностью, ты уже ехать дашь. Это шизофрения, на самом деле. Это как болезнь. Это сам мецел. Хервир, эту кухтан, хостончуй, эру, санчуй, эру, кридать или лурдать. Хейма, уродать, юю, это я верю. Так, сура 66, аят 1. Ат-Тахрим. Запрещение. Первый аят из 12. О, пророк, почему ты запрещаешь себе то, что позволил тебе Аллах, стремясь угодить своим женам? Аллах прощает собой. Да, вот это же 4 аят, вот обратно, вот это Музмама 20, Рашуха и Ючукуча. До такой степени Хибол Тегрибац он не считает вообще ни за что. Это сбол. Тигалябол и Музмама Дябал Нахбац. Шейзуды, Шейгалмыш, долго, еще что. Он что хотел, то и творил там. Так, читаем 5 аят. Так, 66 сура, аят 5. Ат-Тахрим, запрещение 5 аят из 12. Читаем. Хажла. Аллах сейчас что позывает нашему мусульману. Если он разведется с вами, то его Господь может заменить вас женами, которые будут лучше вас, и будут мусульманками, верующими, покорными, кающимися, поклоняющимися, постящимися, как побывавшими замужем, так и девственницами. Вот все. Это вся его жизнь. Это что? Вот вся его жизнь вот этим вот только и занимается. Короче, цунгода ахилбоцун, асхаб, сахаб, штабиш, атаб, гумаясиш, короче говоря. Вот что он хочет, то и делает. И Аллах, главное, ему вот это все дает. Дело махаздин будет. Монах я арбу. И санил мунченю, харила, или шляла, пуш. А пар мундят, он хамашик. Вечер, хала, дишь, пуш, шулицуш. Так, читаем дальше. Ни одна из жен не смела больше перечить ему. Они покорно опускали свои головы, фактически смирившись с тем, что их муж может спать с кем угодно и когда угодно. Только представьте себе эту нахальную рожу злорадствующего кабеля, который спрашивал разрешение у жены, чтобы заниматься сексом с другими женщинами. Кстати говоря, эту привилегию заниматься сексом с кем угодно Аллах дал только своему последнему пророку. В Коране этому уделено 2 аята.
удовлетворение сексуальных нужд Мухаммеда стояло на первом месте. В Коране больше ничего нет о жизни пророка, ни слова о его родителях или детях, не упоминается по имени ни одна из его жен, не говорится то, что он был потомком Авраама, или то, как он полетел к Аллаху на крылатом ишаке. Все, что мы узнаем из Корана о жизни пророка, это его сексуальные потехи. И вот это говно называется истинная религия. Учаязнь душа, это не одно из тут написано. Пусть попробует хоть один мусульманин опровергнуть меня, Бог, оку, язничу. В противном случае пусть все ваши проклятия обернутся против вас самих. Здесь написано Аминь, Амон-Ра, Аллаху Экбер и так далее, и так далее. Так, что Вейла, Бяхмабил, Хар Бусал Бин Душун, Вейгар Цамаца Диншу, Сурач Аяч Душун Дяшин. По названиям читайте, номера Шкучавы идите, проверяйте, изучайте религию ислам, всю жизнь этого пророка Мухаммада, а также все это слово Аллаха, всю его чистоту и святость священной книги всех мусульман, которые Мухаммаду прислал Аллах. А Мухаммад все это распространял, но, как мы видим, по большому счету в Коране только говорится о промежности этого великого человека, который является примером для всех правоверных мусульман, Мухаммада. Совершен массана баркалладуана, адикал вайладуан бошага марша душу, марша дохил, марша оэль, шейсинаш, шейдавниш, марша душ. Придя душ, хуликиршу, вайладуан до берше, вайкама, марш дохил. Хох бодна, озгаспи, баляхи, хох ислам бошло, диняхи, хохун бюгадахи, келар дохил, вайкам. Хохуна вайкелар дячибе, вайя, ца нохчи, камхил, ца эдмишил, хох дюня чата. Радуюч дуашнуш, ца почалтуш, ца хамхил, вайдаудачи. Тугел цендал дизвой. Нохчи мате, а че цену дизвой. Ла цену лойлон. Я хиберт, я шумаш оль. Их елмасир.